Всем привет! Я снова с вами. Всем привет! Вы смотрите программу «Пропеллер». Это не то, что у меня руки вот так. Всем привет, дорогие прямоходящие четвероногие! В эфире замечательная программа «Пропеллер». Мы очень рады видеть вас. Здравствуйте! На самом деле мы вас не видим. А к нам в город приехали авторы замечательного цикла по следам великих русских путешественников. Мы пообщались с ними и узнали, насколько тяжело снимать документальное кино в условиях кругосветного плавания и как меняется художественный замысел за 5 лет производства. Смотрим. У вас так долго продолжались эти съемки, или режиссера есть существенный риск в процессе уже съемок? Сама мысль, сама идея начнет видоизменяться. Вы знаете, в основном идея все равно остается генеральная, основная. Но нюансы, повороты сюжета, они, конечно, могут отличаться. Ну, например, я думал, что я сниму фильм о кругосветке, и в нем будет рассказ, что было 200 лет назад и что сейчас. Вдруг в фильме появились люди, появился капитан, а потом вообще появилась линия любовной истории. И там парень в День Святого Валентина просто сделал девушке предложение там на мачте, и она его приняла. Раньше каждый офицер был обязан вести дневник официальный, который потом сдавался по прибытии в Петербург. Там, естественно, они каждый получалось, что вели 2, а то и 3 дневника, остальные дневники велись для себя. Вот в этом смысле было несколько неожиданных поворотов. Я далеко не все дневники успел изучить до кругосветки, и уже во время самого плавания изучал, открывал их, так сказать, в тех же самых местах, где мы находились. И там вдруг всплывали совершенно невероятные подробности. Оператору, конечно, приходится занимать порой достаточно интересные позиции и держаться непонятно за что, за воздух, можно сказать. Там была сценка, например, когда капитан поднялся на мачту, чтобы проконтролировать ремонт. Параллельное интервью нужно спрашивать, какие-то вопросы, и в то же время и самому держаться. Насколько психологически тяжело так долго снимать? Во время кругосветного путешествия через год я почувствовал, насколько это было тяжело физически, морально и так далее. Да, я эту точку снял, я здесь уже побывал, я и какие-то вещи снял. Но вдруг поднимается шторм, ураган. Ситуация вся та же самая, работа с парусами, но уже в ураган она происходит совершенно по-другому. И вот таких вещей, конечно, ждешь. Я был единственный на корабле человек, который просто молился, чтобы на нас обрушился какая-нибудь очередная ураган или еще какая-нибудь проблема, чтобы это все попало в фильм. Очень часто бывает так, что в путешествиях хочется не снимать, а наслаждаться. Моменты бывают, но справляюсь уже, в принципе, опыта и просмотра различных красот на Земле большой, поэтому, конечно, в первую очередь работа. Понимаешь, что в данный момент могу посмотреть, я просто смотрю, стараюсь это на обратном пути, когда мы уже, допустим, все отсняли, все спаковали, уже, тогда наслаждаешься. Что бы вы пожелали людям, которые хотят путешествовать, но не знают, куда отправиться? Меньше себя стопорить в городе. Город, он достаточно сильно накладывает определенные такие лимиты. Если есть такое желание путешествовать, надо просто решить для себя, что ничего сложного в этом нет. Если есть трудности с языковым барьером, допустим, поехать за границу, по нашей стране можно столько всего увидеть, что до конца жизни хватит. За время путешествий вам какие-то, может быть, идеи открылись, то есть о которых вы раньше не думали? После кругосветки у меня довольно сильно мировоззрение поменялось. Во-первых, я увидел, что земной шар вообще очень маленький. Я вдруг понял, что мы со скоростью велосипедиста за год обошли весь земной шар. Как-то свое место почувствовал в бытие. Это, на самом деле, очень важный момент. Почувствовать себя на своем месте, наконец. В следующем сюжете корреспондент Вячеслав Брешев продолжает покорять вершины кулинарии. На этот раз он попытался сделать вкусные гамбургеры и ролл с курицей. Посмотрим, хорошо у него это получилось или не очень в нашем следующем сюжете. Дорогие друзья, всем привет! Очередная рубрика кулинарии уже на ваших экранах. И сегодня мы на новой кухне будем готовить чизбургер. Но перед тем, как его готовить, его сначала необходимо заказать. Что мы сейчас и сделаем. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, один чизбургер делюкс.
и Цезарь хитрол. После того, как заказ поступил на кухню, начинается самое интересное, а именно процесс приготовления. И в этом нам поможет Алексей. Алексей, привет. Привет, Слава. Ну, и первый вопрос, с чего мы начинаем? Первое, мы должны одеться по стандарту, то есть должен быть фартук, халат, защитная шапочка и перчатки. Но перед этим мы должны помыть руки. Все, идем мыть руки. Кладем котлету на гриль. В течение 85 секунд котлета у нас жарится. Нам надо прожарить булочки, или называется карамелизация булочек. Верхушку мы пропускаем через правую, пенек через левую часть. Карамелизация – это процесс плавления сахара, тем самым сохраняется форма булочки. Я заметил то, что на каждом ингредиенте вот какие-то цифры. Это очень важная вещь, то есть здесь стоит сегодняшняя дата, время, когда положили этот ингредиент в бодейку. У нас есть определенные сроки хранения, и мы очень строго следим за качеством продукции. Итак, кладем 3 грамма горчицы, кетчуп, 1 нажатие, свежий лук, затем кладем 3 маринованных огурца. Именно 3, да? Это, Да, то есть у нас определено. определенные стандарты. Здесь соль с перцем, солим 1 раз. Под углом 45 градусов снимаем котлету, жир не сливаем. Закрываем пеньком, и чизбургер делюкс готов. Осталось его завернуть. За сколько времени уходит от заказа до приготовления? Оно равняется 3 минутам 30 секундам, это максимум. И если у нас готовые ингредиенты, то это время равняется 1 минуте. То есть, 1 минуте? Да. Отдаем заказ, обязательно проговариваем, что мы сделали. Чизбургер делюкс готов. Ну, бывает так, что одним бургером ты не наешься, и, как мы знаем, у нас в заказе 2 блюда, и это... Цезарь хитрол, второй заказ. Кладем котлету. Берем лепешку тортилью. Название такое, как черепаха прям. Итальянское название, да. Кладем соус Цезарь, чуть-чуть ниже середины. 3 нажатия. Мелкопорезанный салат айсберг, 20 граммов. Затем у нас идет сыр пармезан, 3 дольки. Это примерно 20 граммов. 2 кружка помидора. И осталось положить куриную котлету. Котлета у нас пожарилась, мы ее разделяем пополам. Вот эту половинку делим на 3 части. Получается 60 грамм куриной котлеты. А что со вторым куском? Чикен-кабинет. Здесь создается определенный климат для хранения куриных полуфабрикатов. Заворачиваем наш цезарь-ролл. Сначала откидываем от себя, потом загибаем в бок. И вот получается вот такой вот ролл. Специальная упаковка и аккуратно кладем. Вот таким образом. Я бы хотел сейчас попробовать приготовить Да, конечно. бургер. Берешь горчицу. Теперь кетчуп. Майонез за сколько? 1 нажатие держишь вертикально. 1 кружок помидора. Ломтик сыра чеддер. Осталось положить котлету, которая у нас уже к этому времени пожарилась. Солишь 1 раз. Под углом 45 градусов снимаешь котлету. Обязательно чистим гриль. Ой, я чувствую, как у меня рука уже подрумянилась. Нет, сначала от себя вот так закидываешь и вместе с ним переворачиваешь. Чизбургер делюкс готов. На этом я хотел бы закончить. Спасибо тебе большое за то, что показал, за то, что рассказал, что у вас здесь Очень происходит. способный ученик. Ухожу делать бургеры. А следующий наш сюжет посвящен музыке. Многие из нас слышали произведения таких великих композиторов, как Бетховен и Бах, но немногие могут их исполнить. В отличие от нашей следующей героини, выпускницы колледжа при Московской консерватории имени Чайковского Анастасии Джан, которая делает это с легкостью. Мы пообщались с Настей и узнали, как и почему она выбрала музыкальное образование. Смотрим! Меня зовут Ася Джан. И я пианистка. Приехала сюда на каникулы к родителям. Я представила свою будущую программу по ГОСу. Это был Бах, ВХТК, соната Бетховена, пассионата, Листа, Мефисто-вальс и 3 этюда из 10-го опуса Шопена.
И по маминой линии, и по папиной линии. Люди, любящие музыку и занимающиеся ей. С 2 лет уже прививали мне вот эту любовь. А что ты помнишь, что мы с тобой начали работать вот самое раннее? Я помню «Полюшка поле». А помнишь, Полюшка поле? Это 4 года было. Сейчас ездила поступать в Берлинскую консерваторию, поступила, то есть, но параллельно еще собираюсь и в Московскую. Самый это Бах, конечно. Я считаю, он гений. Основа основ просто, и у него в музыке есть просто все. То есть все композиторы основывались на его произведениях. Очень люблю Рахманинова, он меня всегда трогает за душу. Сложность именно в том, чтобы совместить и форму, и содержание. То есть и профессионально сделать произведение, и вложить свою душу, свои эмоции в это. В занятиях, например. Сначала основа, то есть вот это вот профессиональные детали, а потом вот включаю уже чувства, эмоции. И когда играешь на концерте, важно уже не думать о какой-то выделке, а именно отдавать себе энергетически. У меня практически все друзья музыканты. Мы все время в этом. Все время в музыке разговариваем об этом. У меня замечательные подруги, они тоже пианистки, но самые лучшие. Но недавно я решила попробовать рисовать вот татуировки хной. Но сейчас времени особо не хватает на что-то помимо творчества. Когда я вот учу произведение, прохожу его, я для себя определяю, что для меня вот важно именно показать в нем. Тем интересно занятие, что я ищу и я нахожу что-то для себя. И вот тогда это я и преподношу публике. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Встретимся с вами ровно через неделю. Смотрите нас ВКонтакте и Ютубе. И подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме. Всем пока! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.